Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Добро пожаловать на серию из цикла передач «Истории и назидания» из Корана и Сунны. Эти истории Всевышний Аллах упомянул только для того, чтобы мы извлекали из них пользу и воспринимали назидание, чтобы возросла наша вера и увеличивались знания. Один из пророков Всевышнего Аллаха эпохи Бану Исраиль. И в те дни на них напал враг. Он уничтожил их в города, взял в плен людей и многих убил. И даже Тора была сожжена. Каждый раз, когда Бану Исраиль давали слабину в своей религии, Аллах посылал на них людей, которые причиняли им страдания. И вот пришел этот пророк. Его звали Узейр, мир ему. Он увидел, какие потери были у Бану Исраиль. Что было уничтожено? Узейр сел на своего осла. С собой у него был черствый хлеб, виноград и инжир. И это был весь его провиант. Он отправился в путь на своем осле. Входил в деревни и поселения, сады. Он смотрел, как они были уничтожены. Враги полностью опустошили их. Он вошел в место, сокрытое от людских глаз, сел в тени, привязал своего осла, достал инжир из своих запасов. У него с собой был инжир и виноград. Разложил все это перед собой, сделал виноградный сок для того, чтобы размочить в нем черствый хлеб. Он ждал, пока хлеб размокнет в виноградном соке, чтобы съесть его, и прилег. С ним был только его осел. Перед ним хлеб, виноград и инжир. Человек лег, глядя на все эти города и поселения, которые были разрушены, и сказал про себя: «Разве Аллах может воскресить все это после того, как оно умерло? Земли были выжжены, поселения уничтожены. Как они могут ожить вновь? Когда жизнь вновь вернется на эти земли?» أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Он захотел поспать в начале дня, чтобы немного отдохнуть, а потом поесть. Он закрыл глаза и проспал 100 лет. Представьте себе, 100 лет. 100 лет подряд человек спит. Он открыл глаза через 100 лет, а подумал, что спал около часа или 2. Все еще был день, а солнце еще не зашло. Он открыл глаза, к нему пришел ангел и спросил: «Сколько ты пробыл здесь? Сколько ты спал?» Он ответил: «Я пробыл день или час дня, то есть и дня не прошло. Я здесь с утра и проснулся до того, как зашло солнце. Таким образом, не прошло даже и дня, как я здесь». Человек заснул утром, когда солнце светило, а проснулся, когда солнце еще не зашло. Но странным было то, что он начал искать своего осла и не нашел его. Где осел? Даже он спрятался. Ведь я его привязал. Вот следы веревки. Субханаллах, что случилось? Он увидел прах и истлевшие кости. Истлевшие кости на месте, где стоял осел. Человек удивился. Я спал час или 2, а осел пропал. Где же он? На его месте я вижу только истлевшие кости. Это странно, разве не так? Однако то, что вселяло еще большие сомнения, это то, что еда осталась такой же, какой и была. Именно поэтому ему казалось, что он спал недолго. Еда есть, а осел пропал. Ангел сказал ему: «Не один день. Ты проспал 100 лет». Это было большим потрясением. Когда тебе говорят, что ты спал 100 лет,
Даже в наше время, когда человек лежит в коме неделю, представьте себе, какова его реакция, когда ему это сообщают. Но 100 лет и без причины. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. Чудо в том, что ты спал 100 лет, но твоя еда не изменилась, потому что обычно еда портится и изменяется в своих качествах за один день. Виноград начинает бродить, инжир портится за день или два, или три, но за 100 лет его еда не изменилась и осталась такой же, какой и была. Это было чудо от Всевышнего Аллаха. Еда абсолютно никак не изменилась и не испортилась за 100 лет. Хорошо, а осел? Куда делся мой осел? Посмотри, что произошло. Посмотри на своего осла. Посмотри на него. Осел станет знамением для тебя и тех, кто будет после тебя. Как это? Посмотри на осла. Что Аллах сделает с ним? Ты видел пыль и прах. Это истлевшие кости осла. Они начали собираться перед его глазами. Кого? Узейра, алейхиссалям. Кости начали формироваться. Мелкие кусочки собрались друг с другом, сформировали грудную кость, другую, третью. Все кости осла были сформированы. После этого кости стали собираться в скелет. Каждая встала на свое место. И так до тех пор, пока весь скелет не собрался. Мясо начало покрывать эти кости, вены, артерии, мышцы, пока вся плоть осла не приняла нужный образ. Потом это мясо покрыло кожу, затем шерсть. Потом Аллах вдохнул в него душу. После этого осел встал со своего места и начал реветь. Он думал, что наступил судный день. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Разве ты не говорил, о Узейр, как Аллах воскресит это после того, как умертвил это? Как Аллах может оживить эту землю? Теперь ты видел, Узейр, как Аллах оживил этого осла? Также Аллах велик, Он и славен, оживляет землю. Так Аллах оживляет все мертвое. Ты видел это, Узейр? Мощь Всевышнего Аллаха в оживлении. Когда это было показано ему, он сказал: «Я знаю, что Аллах способен на всякую вещь». Да. Да, это мощь Аллаха, Узейр. Ничто не может быть невозможным для Всевышнего Аллаха. Так же, как Он сохранил еду в ее первоначальном состоянии, Он оставляет в живых того, кого пожелает. И так же, как Он оживил осла, Он может оживить того, кого пожелает. Это селение было уничтожено, но Аллах оживит его. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. После этого Узейр, мир ему, встал, сел на своего осла и захотел еще раз зайти в свое селение, вернуться и посмотреть, что там случилось за 100 лет. Что там произошло? Узейр, мир ему, увидел, что люди изменились. Одно поколение сменило другое. Большинство умерло за эти 100 лет. И вот он сел на осла и вернулся в свое селение. Он увидел посевы, землю, которую оживил Аллах, хорошие плоды и урожай. Он вошел в деревню и направился к месту, где был его дом. Место его старого дома. Конечно, дома и строения тоже изменились. Селение изменилось. Никто его не знает. И увидел старую ослепшую женщину, которой было больше 100 лет. Она сидела возле дома. В тот момент он пытался найти стариков, которые остались в живых. Узейр направился к этой старухе и поприветствовал ее. Он спросил ее: «Где дом Узейра?»
Она ответила: «А почему ты спрашиваешь? Этой старухе было 120 лет. Когда Узейр исчез, ей было 20. И она жива до сих пор». Узейр спросил: «Где дом Узейра?» Она ответила: «Почему ты спрашиваешь? Почему ты спрашиваешь о нем?» И Узейр, мир ему, ответил ей: «Я Узейр». Она сказала: «Что?» Он сказал: «Я Узейр». Она сказала: «Мужчина, скажи что-нибудь другое. Узейр пропал. Узейр, пророк Аллаха, исчез 100 лет назад. И эта женщина была его бывшей служанкой. Она работала в его доме. Этот пророк пропал 100 лет назад. И никто не знает, куда он пошел». Он сказал ей: «Нет, я Узейр». Она сказала: «Если ты Узейр, то знай, что он мог исцелять слепых. Он просил за слепых, и Аллах исцелял их. У него было это чудо. Если ты Узейр, сделай дуа Аллаху, чтобы он вернул мне зрение». И он обратился к Аллаху, велик он и славен, и старуха прозрела. Она вновь начала видеть. Когда она прозрела, то посмотрела на него и поняла, что он и есть Узейр. Аллаху Акбар. Да, клянусь Аллахом, ты Узейр. Эта женщина не могла ошибиться. Она работала в его доме и была служанкой в его доме. Теперь она узнала его и поняла, что он Узейр. И сказала: «Клянусь Аллахом, ты Узейр. Пойдем со мной к людям». И он пошел вместе с ней, чтобы она встретилась с людьми и сообщила им, что Аллах вернул им Узейра. Но что же произошло потом? Когда Узейр вернулся к своему народу, он обнаружил одного из своих сыновей. Признали ли его люди или нет? Что они сделали с этим пророком? У нас есть и другая история про оживление мертвых, которую Всевышний Аллах упомянул в Коране. И мы расскажем о ней позже, уже в конце истории об Узейре. Но только после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Узейр, мир ему, пришел к старухе, которая узнала его, и отправилась вместе с ним к старейшинам ее народа. На собрании был один из сыновей Узейра, которому было уже 100 лет. Старуха пришла и сказала людям: «Это Узейр». Но никто не поверил ей. Она сказала: «Это Узейр, пророк Аллаха, который пропал 100 лет тому назад. Теперь он вернулся к нам». Но люди не поверили ей. «Как ты можешь доказать, что это действительно он? Как мы можем знать, что это Узейр?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, я Узейр. Я пророк Аллаха». Они спросили: «Чем ты можешь это доказать?» Узейр сказал: «В свое время я закопал Тору в землю. Он спрятал ее до того, как враги должны были прийти и сжечь ее. Люди сказали ему: Тора потеряна. Если ты Узейр, верни нам Тору». Он сказал: «Я верну ее». Они отправились к тому месту, где он закопал Тору. И он сказал: «Копайте здесь». Когда они раскопали, то увидели, что Тора сгнила в земле. Что же теперь делать? И Аллах, велик он и славен, внушил в сердце Узейра Тору. Он начал диктовать ее, а люди записывали. Они написали Тору во 2-й раз. Когда же они записали ее, то поверили ему и поняли, что на самом деле это Узейр. Но, к сожалению, они проявили в его почитании чрезмерность до такой степени, что проявили куфр во Всевышнего Аллаха и сказали, что Узейр – сын Аллаха. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих. Да погубит их Аллах. До чего же они отвращены от истины? В этой истории про Узейра Аллах захотел разъяснить нам, какова его мощь и сила. Земля разгромлена. Ее трудно восстановить. Но Аллах оживляет ее. Он оживляет мертвую землю и умерщвляет живую. Одни сердца оживляет, а другие умерщвляет. Всевышний Аллах способен на абсолютно каждую вещь.
Другая история про оживление мертвых. Эту историю Аллах также упомянул в Коране. Чья же это история? Это история Ибрахима, возлюбленного Всевышнего Аллаха. Ибрахим, мир ему, обратился к своему Господу с просьбой. Ибрахим был предводителем единобожников, отцом пророков. Он был ханифом, истинно верующим в Аллаха. Он разбил идолы, будучи молодым юношей. Он разбил идолы, потому что поклонялся одному Аллаху. Он был единобожником с раннего детства. Этот праведный пророк, которого возлюбил Аллах, обратился к своему Господу с просьбой. Что же это была за просьба? Он сказал: «Господь мой, покажи мне то, как ты оживляешь мертвых». Он был верующим, но просто хотел посмотреть, как происходит процесс оживления. Аллах велик, он и славен, спросил его: «Разве ты не веруешь?» Он сказал: «Конечно, но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось. Я хочу посмотреть, как это происходит». Потому что у человека могут быть различные степени знаний. Например, человек может знать о чем-то только понаслышке, либо увидеть что-то, лично убедиться в этом, либо потрогать это и убедиться окончательно. Жить в этом и познать это полностью. Ибрахим, возлюбленный Всевышнего, захотел возвыситься в своем знании и в вере, и достичь стадии, которая называется истинное знание. Увидеть что-то своими глазами. Мы верим в рай, но когда мы его увидим своими глазами, то получим о нем достоверное знание. Ибрахим, возлюбленный Аллаха, хотел посмотреть, как Аллах оживляет мертвых. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Поэтому Аллах велик, он и славен, показал Ибрахиму, Аль-Халилю, как он оживляет покойников. Он сказал ему: «Ибрахим, возьми 4 птиц, принеси 4 птиц, зарежь их, зарежь эти 4 птицы, разрежь их на кусочки, смешай эти куски между собой». Представьте себе 4 птицы. 4 птицы были зарезаны. Получились куски, перья, клюв, кожа, головы, ноги, крылья. Птицы разрезаны на куски. И куски от одной птицы смешаны с кусками от другой. Вы представили себе это? Части 4 птиц перемешаны между собой. Одно сплошное кровавое месиво. Разрежь их и перемешай. Что сделать потом? Положи на каждый холм. И холмы находились далеко друг от друга, по небольшому кусочку этого месива. Ибрахим так и сделал. Взял птиц, зарезал, перемешал куски, кровь, перья, кожа, все остальное, и разложил на 4 горах по куску этой полученной субстанции. После этого Всевышний Аллах сказал: «Позови их, позови этих птиц». И Ибрахим, Аль-Халиль, позвал этих птиц. И вы знаете, что произошло? Ибрахим, возлюбленный Всевышнего, видел это своими глазами. Тот, кто выдвинул просьбу, теперь смотрел на то, что происходит перед ним. То перо было на какой-то коже от той птицы. Оно выходило и отправлялось в кожу своей птицы. Этот клюв, принадлежавший той птице, отправлялся и летел к ней. Части одной птицы начали собираться в одном месте. Все части птиц начали перемещаться. Каждая часть шла к своей птице, пока все части каждой птицы не собрались в одну кучку. После чего птицы начали формироваться. Когда они были сформированы, в них вновь была вложена душа. Эти птицы вновь взлетели и прибыли к Ибрахиму, Аль-Халилю. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. Птицы воспарили в небо и пришли к Ибрахиму.
Аллах вдохнул в них души во второй раз. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Да, ему принадлежит все могущество и вся мудрость. Позови их, Ибрахим. Части собрались, птицы сформировались, души были помещены в их тела еще раз, и птицы вернулись к Ибрахиму. История Узейра и история Ибрахима. Эти истории в Коране упоминаются после истории Ибрахима с Немрудом. Почему Аллах упомянул эти истории Узайра и Ибрахима об оживлении мертвых? Потому что Немруд кое-что сказал Ибрахиму. И Аллах захотел научить людей, показать им, что значит оживление мертвецов. Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим сказал ему: «Мой Господь тот, кто дарует жизнь и умерщвляет». А что же ему на это ответил Немруд? Он сказал: «Я дарую жизнь и умерщвляю». Когда он сказал эти слова, Аллах, велик он и славен, поведал нам историю Узейра и историю птиц с Ибрахима, чтобы мы поняли, что есть настоящее оживление мертвых. Немруд был жестоким человеком и несправедливым тираном. Он услышал, что есть юноша, который призывает к поклонению Аллаху. Он призвал его к себе. «Позовите этого человека, который считает, что есть какой-то другой Бог». Ибрахима привели к нему, и тот спросил его: «Чему ты призываешь людей?» Ибрахим ответил: «У меня есть Господь, мой и твой Господь, Аллах, Господь миров». «Аллах? Какой еще Аллах? Кто твой Господь, Ибрахим?» Он ответил: «Мой Господь, тот, кто оживляет и умертвляет». Этот глупец Немруд сказал: «Я тоже оживляю и умерщвляю. Вот, сам посмотри». Он приказал привести человека из тюрьмы и сказал своим воинам: «Казните его». И они казнили его перед всеми людьми. Затем ему привели человека, которому был вынесен смертный приговор. И Немруд сказал: «Отпустите его». И они отпустили его. Немруд сказал: «Видел? Так я дарую жизнь и умерщвляю». Когда глупец произнес свои слова, Аллах рассказал нам историю Узейра сразу же в следующем аяте, а потом историю Ибрахима, своего возлюбленного, с птицами, чтобы мы знали, что такое настоящее оживление, а что умерщвление, когда это делает Господь. Тот, кто убивает, не умерщвляет. Ведь ты убиваешь своим действием. Настоящее умерщвление может быть только от Аллаха. И истинное оживление также бывает только от Аллаха, велик он и славен. Видел ли ты безжизненную, бесплодную землю? Мертвую землю. Ведь есть мертвые земли, правильно? Земли, на которых ничего не растет. И Аллах отправляет к ней воду, проливаются дожди, и она приходит в движение, набухает и порождает растения. Когда ты видишь землю после этого, то говоришь: «Субханаллах». Ведь это та самая безжизненная земля, это та самая бесплодная пустыня. Какой же красивой она стала. Также Аллах, велик он и славен, оживляет землю. Также Он оживляет людей. Поэтому, когда Аллах, велик он и славен, погубит всех людей в судный день, Он прикажет ангелу, и тот протрубит в рог, и все люди умрут. Все люди на земле смертны. И оживление человека начнется с маленькой кости, с копчика. С нее будет восстановлено все тело человека. В судный день, есть еще до наступления часа, на землю пойдет дождь, и из этой кости начнут расти тела людей. Затем Аллах вдохнет в них души, и воскресшие люди выйдут. Аллах говорит: таким же будет выход из могил. Так оживляет Аллах. Так же, как Он оживляет поселение, мертвую землю, Он оживит людские тела и во второй раз. Мы обязательно должны задуматься над этими историями и назиданиями из Корана и Сунны. Я прощаюсь с вами. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة
واسلم بها سبل السعادة والرضا.